Как это часто бывает, возгорание началось из-за короткого замыкания на крыше. Дальше перекинулось на кухню, под огонь попало все. Кухонная, диван, даже посуда прилипла к столешнице. Семья, в том числе и 4 ребенка, успела выбежать. Никто не пострадал. Рамзан Кадыров, возвращаясь с инспекции мечети в соседнем селе, заметил пожарные машины и толпу у придорожного дома. Глава республики останавливается и оценивает ситуацию, общается с хозяином. Здесь же отдают поручение помощнику Абдулкериму Идилову восстановить дом погорельцев. Для Кади Юрта это не первый случай, когда Рамзан Кадыров помогает с жильем. Эти 20 домов построили всего лишь 2 года назад, тоже за счет регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Тогда бараки, в которых местные жили еще с дореволюционных времен, сгорели, из-за чего Рамзан Кадыров поручил оперативно разобраться с ситуацией. Тогда на месте пустыря появились здания и улица имени Байсангура Биноевского. Впрочем, в 2019 году пожар обошел стороной эту семью. Теперь же крышу и помещение придется восстанавливать. На это могло бы уйти много времени, однако благодаря помощи руководства региона осень и зиму Аздарбиевы проведут под своим кровом. Если глава сказал, это будет кратчайший срок сделано. Мы видели вот эти дома, когда строили за короткий срок, за 18 дней. Не так просто строить 20 домов. И было построено. В сравнении с тем, это мелочь. Это будет за 2 дня, 3 дня в любом случае будет устранено. Ценные вещи удалось спасти. Сейчас они временно находятся у соседей. А то, что все-таки попало под огонь, уже выводят на свалку. В ближайшие дни здесь будут бороться с последствиями пожара. Ибрагим Сугаипов, Муса Кадиев, Саид Ахмед Эль-Журкаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости.